Все, что вы видите здесь сейчас, это то, что средний человек купит, когда пойдет в магазин. Не все здесь вредное, но многое содержит соединения и искусственные химические вещества, которые являются чрезвычайно токсичными и вредными для вашего здоровья. И они знали об этом все время, и они одобрили их использование. Давайте начнем с аспартама. Сейчас невозможно сходить в магазин и купить даже жевательную резинку без добавления аспартама. В 1970-х Сирл пытались подтвердить это, и они не смогли. Им потребовалось 3 попытки, потому что в ходе их исследований большинство обезьян, которых кормили этой добавкой, умерло или заболело раком. Теперь у нас есть основные новости. ИЕС провел крупное исследование, обнаружив снижение веса при рождении, преждевременные роды и выкидыши у женщин, которые употребляют аспартам. Например, Кока-Колу без сахара. Что такое аспартам? Это фекалии экобактерий, которые были выведены генетикой. Они могут кормить их токсичными отходами, а их фекалии — это и есть аспартам. И он наносит большой вред здоровью. Это делается умышленно. Это очень затягивает. Но давайте пойдем дальше. Отойдем от аспартама и поговорим о Макдональдсе и куриных макнаггетсах. Теперь я вспоминаю, лет 10 назад можно было прочитать медицинские памятки, утверждающие, что в этой еде содержится пластик, используемый в производстве жвачки для рук. По существу, этот тип силикона содержался не только в куриных макнаггетсах, но и во многих других полуфабрикатах и пищевых продуктах. Добавление химических веществ в пищу незаконно в любой другой стране мира, но только не в США. Секрет в том, что это было сделано Управлением по санитарному надзору специально. Посмотрите на все препараты, которые они одобрили. И, как выяснилось, они сознательно одобрили препараты, вызывающие сердечные приступы и рак. В ходе Нюрнбергского процесса выяснилось, что нацисты добавляли фторид натрия в воду в трудовых лагерях и лагерях смерти, чтобы население стало более послушным и управляемым. Были сотни университетских исследований, прежде чем Гитлер пришел к власти. Это форма принудительного лечения. Они признают, что 1 миллионная часть фторида натрия более чем в 2 раза превышает риск заболевания раком костей у мальчиков и мужчин. Так как общественность стала образованнее, за последние несколько десятилетий производители стали добавлять его не только в воду, но и в тысячи других продуктов. Например, в воду для детей. А она добавляется в детские питания и кашу. Они начали добавлять 900 частиц на миллион в такие продукты, как яичный порошок. Это вызывает снижение IQ, повышает стерильность или вызывает бесплодие вообще. И все это в таком большом количестве продуктов, которые мы употребляем. Вернемся к пищевым добавкам через минуту, но сначала я хочу взглянуть на генетически модифицированные организмы. Знаете ли вы, что в течение многих лет американцы ели клонированную говядину и свинину, а теперь появляются другие формы мяса? Давайте рассмотрим лосося. Крупные исследования окончательно доказали, что вид генетически модифицированного лосося на самом деле является скрещенным. Они смешали гены других животных с ним, и когда эта рыба вводится к природному лососю в течение 40 поколений, все настоящие лососи вымирают. И Управление по санитарному надзору одобряет это. Они собираются позволить выпустить его в дикую природу. Это даже не лосось. Это скрещенная химера. Это как нечто с острова Доктора Моро. Это кошмар. Более 85% кукурузы, потребляемой в США, которая также начинает проникать в Европу и Канаду, геномодифицирована. Она растет за счет своего собственного пестицида, находящегося внутри ядра кукурузы. Так что насекомые не едят ее. Если насекомые не могут это есть и жить, как вы думаете, что произойдет, когда лабораторные крысы или люди съедят ее? У нас есть сотни исследований, показывающих, что это касается не только кукурузы Монсанто, но и кукурузы других ГМО-компаний.
Большая часть кукурузы, которую мы сейчас едим в США, вызвала повреждение органов у лабораторных животных. Исследования также показывают увеличение бесплодия у крыс и морских свинок, которые ели не только ГМО-кукурузу, но и геномодифицированные семена хлопка. Исследования, проведенные в Индии, Германии и США, убедительно показали, что когда коровы питались семенами хлопка, которые остались от урожая хлопка из геномодифицированных сортов, у них случались выкидыши, показатели рождаемости падали, а в большинстве случаев они просто умирали. А что содержится в большинстве обработанных пищевых продуктов? Генетически модифицированное хлопковое масло. Основные исследования также показывают, что генетически модифицированные культуры убивают пчел и бабочек-монархов. Они не останавливаются на этом. Теперь они создали генетически модифицированных комаров для борьбы с малярией, и они собираются выпустить их в открытую биосферу. Генетический код планеты уже испорчен в ходе враждебного корпоративного захвата. Много лет назад руководитель Monsanto заявил в National Geographic, что это их программа, и что они хотят, чтобы их культура и их организмы захватили всю биосферу планеты. И основные кампании по генной модификации раньше были сосредоточены на 8 продовольственных культурах. Теперь они расширяются на сотни других растений, буквально изменяя генетический код планеты. Это генетическая диктатура, это генетический вандализм. Вот почему Рокфеллеры, ООН и другие построили эти гигантские бронированные зерновые хранилища по всему миру, а не только за полярным кругом. И они признают, что сделали их в случае, если что-то пойдет не так. Они будут играть роль своеобразного Ноева ковчега. Так что все эти фальшивые экологические группы ни на что не жалуются, никогда не говорят об истинном экологическом ухудшении. Они хотят ввести налог на углекислый газ, который выдыхают люди и поглощают растения, для того, чтобы уничтожить индустриальное общество и контролировать каждый аспект нашей жизни. Это большой секрет. Это программа сокращения населения. Это эпидемия. Количество сперматозоидов сократилось в западном мире в геометрической прогрессии. Даже правительство предсказывает, что другие поколения будут почти бесплодными. Это религия глобалистов. Это их философия. Они хотят оставить планету для себя. ООН заявили, что по их плану население должно сократиться на 80%. Вы слышали Теда Тернера, который называет нас бесполезными едоками и кормильцами и утверждает, что 80% из нас надо уничтожить. Вы слышали принца Филиппа, который хочет возвращения вируса, чтобы он убил большую часть мирового населения. Это все в новостях, когда они говорят нам, что у нас должен быть только один ребенок, потому что большое количество детей вредит окружающей среде. И что такое спад рождаемости снижает выбросы углерода. Мы живем под научной диктатурой, а США и Англия — ее эпицентры. И они расширяются по всему миру. Вспомните эти секретные эксперименты, программы стерилизации в США и Европе. Помните, что сделал Гитлер? Он узнал все, что ему было нужно от евгенистов и семьи Рокфеллеров. Эта культура смерти надвигается на вас и вашу семью. И даже если вы думаете, что мир перенаселен, вы должны понимать, что вы тоже мишень. Вы на прицеле. Рекомбинантный бычий гормон роста в молоке заставляет 8-летних девочек переходить в период полового созревания, когда они должны войти в этот период в 12 или 13 лет. Силикон в куриных макнаггетсах и сотнях других обработанных продуктах, аспартам, который является фекалиями генетических модифицированных бактерий. Все это наносит огромный вред здоровью. Это доказано. Подумайте, это происходит снова и снова. IBC News 4 года назад. Вирусный аэрозоль для мяса. Обеспечение безопасности пищевых продуктов. Они распыляют живой вирус на мясо, чтобы якобы убить бактерии. Они распыляют живую вакцину на большую часть мяса, что мы покупаем в магазине. Все становится хуже. Нефтяные дистилляты или токсичные отходы, которые остались от нефтеперерабатывающих заводов. Они берут эти десятки миллионов фунтов токсичных отходов, фтор, ртуть, свинец, и сбрасывают их на посевы, якобы в качестве удобрения. И что же такие культуры, как помидоры, кукуруза и картофель будут делать? Они вытянут все токсины из земли. На самом деле ученые в течение многих лет использовали растения для того, чтобы очистить загрязненную землю. И эти самые растения вы едите.
Вашингтон-Пост сообщил в январе 2008 года о том, что исследование показало, почти треть из 55 самых популярных брендовых продуктов питания и напитков содержат ртуть. Несмотря на то, что люди в Европе на протяжении более 20 лет боролись с генетически модифицированной пшеницей и кукурузой и другими культурами, которые сажались на их родине, теперь ЕС прогнулись и приняли их. США являются полигоном для всего этого. Это одобряется. И люди, которые работают на эти корпорации, не знают, что происходит. Люди, которые работают в магазинах, не имеют ни малейшего понятия, что происходит. Это затрагивает всех нас. Это наносит вред всем. Много различных форм рака, сахарный диабет, большое количество разнообразных заболеваний. В крупных исследованиях все это было связано с токсическими добавками, которые находятся в нашей пище и воде. И у меня даже не было времени для обсуждения глутамата натрия. Я взял интервью у нейрохирургов, неврологов, ученых. Это эксайтотоксин. Он разрушает печень, и он содержится в десятках тысячах продуктов. Мы можем сказать «нет», мы можем восстать против этого. Но если у вас есть сосед, который дает воду с добавлением фторида своему ребенку, пожалуйста, предупредите его. Если у вас есть соседи, которые едят чипсы, содержащие глутамат натрия, предупредите их. Если вы знаете людей, которые питаются обработанными продуктами, содержащими ГМО, предупредите. Ради Бога, не давайте их вашим детям. Если вы хотите умереть, это ваше дело, но не вредите вашим детям. Не делайте этого, дамы и господа. В заключение я хочу поговорить о некоторых положительных моментах. Около 15 лет назад вы не могли найти натуральные продукты на полках магазинов, а сегодня около половины того, что вы видите, натуральное. Всего несколько лет назад во всем молоке содержался гормон роста. Теперь сложно найти молоко, в котором есть гормон роста, потому что потребители сказали ему «нет». Несколько лет назад невозможно было найти зубную пасту без фторида натрия. Теперь их масса. Они начинают занимать свое место на полках и вытеснять основных производителей зубных паст, у которых на тюбиках написано: если вы проглотите ее, немедленно звоните в токсикологический центр. Даже Colgate убирает фторид из зубной пасты. Люди заявляют, что не хотят отравиться. Они понимают, что происходит, и индустрии приходится им отвечать. Отвечать тем людям, которые не хотят быть принудительно отравлены через пищу и воду. Who want a choice, an option to not be forcibly medicated through the food and the water. Вы знаете, что сигареты вредны, но всего 20 лет назад производители сигарет предстали перед Конгрессом и заявили, что это теория заговора. А потом вышли другие внутренние документы, согласно которым они знали, что сигареты смертельны. Я видел много исследований о том, что добавляется в нашу пищу и воду. И это гораздо хуже, чем сигареты. Они являются самыми масштабными убийцами в этой стране. Это скрытое мягкое убийство. Вы можете проверить факты для себя, и я прошу вас провести свое собственное исследование и выяснить, что на самом деле самые опасные места в мире – это продуктовый магазин и водопроводная вода в вашем доме. Поделитесь этим видео и подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе событий. Основной секрет раскрыт на Infowars. Я хочу добавить немного к этому видео. Мэриленд запретил химическое вещество бисфенол А, связанное с проблемами здоровья. В статье говорится, что оно связано не только с импотенцией, но и с более серьезными побочными эффектами. В четверг запрет на вещество вступил в силу в Мэриленде. Мэриленд стал 4-м штатом США, запретившим химическое вещество бисфенол А, известное как BPA, которое вызывает раннее половое созревание, детское ожирение, аутизм, репродуктивные проблемы, рак молочной железы и другие проблемы со здоровьем. Этот химикат часто встречается в детских бутылочках и прозрачных пластиковых контейнерах для еды и воды. BPA, как полагают, попадает в содержимое контейнера при нагревании. Тысячи разных форм пластика. Это был только один, принятый в последние 50 лет во всем мире. Мы заканчиваем с этим и переходим к облучению пищевых продуктов, мясных продуктов и тому подобное. Это ключевая информация. Оставайтесь с нами.
Основной секрет еды раскрыт. Теперь многие из вас уже об этом знают. Мы рассказывали об этом в новостных статьях с помощью документов и изображений того, что находится в различных продуктах и что добавляется в воду. Мы показывали изображение больших пакетов фтора, который признан смертельным ядом и который добавляется в ваше водоснабжение. Каждый должен увидеть это, потому что широкая общественность не понимает, насколько это серьезно. Это не просто «Ой, нездоровая пища вредна для вас» или «Слишком много фтора». Это вредно. Это добавляется намеренно. У нас есть государственные документы, корпоративные и университетские документы, документы ООН. Мы раскрываем это в фильме «Эндшпиль», проект глобального порабощения. Это большая проблема. Мэриленд запрещает химическое вещество, BPA, и они говорят, что это только ради детей. Ну, фторид причиняет вред детям и младенцам в гораздо большем масштабе, чем взрослым, как показывают исследования. Но вы не слышите, что это было запрещено. Теперь они всовывают это детям. На самом деле, у нас есть правительственные документы. И Аарон заверил меня вчера вечером, я собираюсь снять материал на следующей неделе, что фторид добавляется в воду в школах Англии и США в расчете 4 частицы на миллион, а не одна. И они приходят в школы с маленькими красными таблетками фтора. Теперь я вспоминаю, что случилось со мной в 1 или 2 классе. Я почувствовал себя больным, у меня болела голова, меня стошнило к тому моменту, как мама забрала меня после школы. И никто не может сложить 2 и 2 вместе. Учителя и дантисты думают, что помогают вам, но это влияет на IQ, а также стерилизует вас. Fox News продолжают. Тем временем уролог профессор Фрэнк Зомер сказал Daily Telegraph, что мужчины могут получить достаточную дозу BPA всего лишь через магазинные чеки. Этот химикат обычно содержит черная краска, и она подавляет мужские гормоны в организме и снижает фертильность и может даже привести к бесплодию. Это Fox News. А вот Baltimore Sun, Сенат одобрил запрет BPA в колпачках бутылочек для маленьких детей. Здесь нет смысла. Это было выбрано и одобрено, потому что могло стерилизовать вас. Если вы поищете понятие «облучение пищевых продуктов», вы узнаете, что Агентство по охране окружающей среды США одобрило его в последнем десятилетии, и теперь говядину, птицу и рыбу облучают, а это уничтожает их пищевую ценность. Облучение нарушает структуру пищи. По сути, это мертвая пища, которую мы едим. Она теряет большую часть своей питательной ценности. Это уже другая проблема. Все это должно вас заинтересовать. И список все продолжается и продолжается. Существуют сотни нефтехимических дистиллятов, которые оставили за кадром, которые являются так называемыми усилителями вкуса и консервантами. Они весьма токсичны. Вкус обработанной пищи, к которому мы привыкли, если однажды перестать ее есть, спустя некоторое время вы будете удивляться тому, насколько он был ужасным. Когда я был ребенком и пробовал обработанные продукты, я думал, что за грязный, острый, ядовитый вкус. И в этой еде будут химикаты наподобие жвачки для рук. А Алекс Джонс говорит, что жвачка для рук – это пластичная форма силикона. И этот силикон добавляется в различные обработанные продукты, полуфабрикаты, куриные макнаггетсы, ракушки Taco Bell. И что обнаружилось несколько лет назад в Taco Bell? В их фастфуд-ресторанах продавали людям кукурузу Starlink, которая даже не одобрена для потребления в пищу. И они были вынуждены переименовать ее из-за бурной реакции у людей, которую они уже не смогли скрыть. А правительство ее одобряет. Корпорации советуют ее использовать. Она дешевая, и ее используют. Пожалуйста, проведите исследование для себя и покажите это видео другим. Это очень важно. И мы предупреждаем всех. Мы можем победить этих людей. Мы можем сделать это вместе.